Здравствуйте. В эфире «Актуальное интервью», в студии Евгений Боженко. Уже второй год в стране действует государственный стандарт начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями. Совместное обучение детей с инвалидностью и без проходит сейчас в 115 школах в 24 регионах страны. А о том, как инклюзивное образование внедряется в Якутии, мы поговорим с гостем нашей студии. Это председатель правления общественной организации Якутской республиканской ассоциации студентов-аспирантов и специалистов с особыми образовательными потребностями, директор Северо-Восточного научного инновационного центра развития инклюзивного образования Северо-Восточного федерального университета, кандидат политологических наук Пантелеймон Егоров. Пантелеймон Романович, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. А что такое инклюзивное образование? Расскажите вкратце для наших зрителей. Инклюзивное образование, как написано в федеральном законе об образовании, глава 1, статья 2, пункт 27, это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Если кратко говорить, инклюзивное образование – это такая форма обучения, при которой в обычном садике, в обычной школе или в университете, в обычной группе студенческой обучаются 1, 2 или 3, скажем, школьника, студента с особыми образовательными потребностями. Насколько в республике развито инклюзивное образование? Инклюзивное образование в республике, если взять по сравнению с Российской Федерацией, например, с центральными районами, регионами, конечно, развивается очень слабо. Хотя вот с 2010 года Северо-Восточный федеральный университет уделяет особое пристальное внимание развитию инклюзивного, непрерывной системы инклюзивного образования. Мы выходим с законодательными инициативами. Вот я являюсь автором концепции развития инклюзивного образования. Но вот все-таки со стороны Министерства образования, я сказал бы, не очень-то такое должное внимание уделяется. Инклюзивное образование, вот обычно правительственных отчетах и так далее, они заменяли цифрами, скажем, дистанционного, дополнительного, надомного образования. То есть заменяли понятия, подменяли. Но уже, так скажем, с прошлого года уже пошли подвижки. Например, Айсен Сергеевич Николаев, мэр города, подписал распоряжение в декабре прошлого года о создании Координационного совета по инклюзивному образованию города Якутска. В прошлом году вы получили грант президента России по направлению инклюзивное образование. Какие возможности это вам дало? Вот как раз-таки это дало нам возможность уже более плодотворно, более содержательно, акцентируя на то, что это грант президента России, федеральный грант, внедрять инклюзивное образование по всей республике. Вы проводите конкурсы для учителей, которые обучают детей с ограниченными возможностями. На основе каких учебных программ проводятся эти конкурсы? Да, мы проводим курсы повышения квалификации по разработанным авторским учебным, так скажем, уникальным программам, которых нет ни в российских, ни в зарубежных вузах. Это учебная программа «Адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном образовании обучающихся с проблемами зрения». Это изучение системы Брайля посредством использования адаптивных компьютерных технологий. То есть мы подошли нетрадиционно, мы как бы используем инновационные методы обучения. Например, систему Брайля у нас в России, ну и везде по всему миру изучают традиционно, ну так скажем, дедовским способом. Это брайлевский прибор, это брайлевский грифель, ну как обычно в школе слепых обучают. А мы помимо вот традиционного метода мы используем инновационный метод. Мы разработали компьютерную программу, алфавит Брайля называется. С помощью этой программы любой учитель, любой школы, не имея дефектологического специального образования, используя эту программу, за несколько дней изучает систему Брайля и контролирует ребенка по использованию системы Брайля. Скажите, родители детей с ограниченными возможностями по зрению, какие вопросы интересуют? Вот мы сейчас очень много ездим по улусам. Значит, вот в рамках гранта, как я выше говорил, мы запланировали обучить 100 преподавателей СФФУ и 100 воспитателей и учителей из улусов республики именно методики обучения незрячего, слабовидящего ребенка. И
встречаемся, конечно, и с родителями. И у родителей очень много вопросов. Во-первых, о слабой работе психолога, медика, педагогических комиссий. То есть не хватает специалистов. В республике у нас нет такого узкого специалиста, как тифлопедагог. Нет сурдопедагог, нет тифлопсихолог, нет сурдопсихолог. Поэтому специалист по МПК, например, родительница в Венгрии к нам обратилась, у нее незрячий ребенок, слабовидящий. И по МПК ему ставит еще плюс умственную отсталость. А по какому вопросу? Вот когда ребенок приходит на ПМПК, ему задают вопросы. Говорят, вот часы, там перед ним, по-видимому, висят большие часы, назови, сколько время. Ребенок часы не видит? Ага. Он пятиклассник, а часы, оказывается, не знает. Умственная отсталость. Но это ведь нонсенс, это парадокс. Нельзя так оценивать. А что необходимо сделать, чтобы эти проблемы, трудности разрешить? Во-первых, должен быть системный подход, о чем мы печемся в течение 8 лет. Ежегодно в течение 8 лет я обращаюсь к Егору Борисову, как педагог, как ученый. Должен быть системный подход. Мы должны при главе республики создать координационный совет по инклюзивному образованию. Тогда будет межведомственное взаимодействие всех министерств. И тогда на местах и те же улусные управления образования работали бы более, так скажем, содержательно. А насколько сами учителя готовы к совместному обучению? Учителя очень желают. Вот мы сколько уже 3 улуса объехали, да? Учителя вообще вот на курсах горят желанием, потому что для них это ново. В школах такие ребятишки есть с проблемами зрения, но ни один учитель республики не знает, как подойти к этому ребенку, как и по какой методике его обучать. Вот это очень печальный факт. А у самих учителей где обучать этой методике? Мы вот на курсах обучаем. То есть вы проводите на курсах повышения квалификации. Эти конкурсы вы проводите обучение, это все в рамках гранта президента? Да, в рамках гранта, вот, федерального гранта мы проводим эти курсы. Мы должны 10 улусов объездить, обучить. С каждого улуса у нас по 10 слушателей, это воспитатели и учителя. Вот я, пользуясь случаем, обращаюсь именно к улусам, которым мы сейчас должны в Алехминский улус поехать, потом в Мегакангаласский. Ну, соответственно, приказом Минобрнауки РСЯ все улусы знают, куда мы должны ехать. То есть должны подойти очень серьезно к подбору слушателей. То есть как вот предыдущие улусы что делали? Они брали с одной школы учителей и все. Но это ведь неграмотный подход. В каждой школе есть такой ребенок. Поэтому должен подход такой. С каждого садика, с каждой школы, где учатся такие, воспитываются такие ребятишки, должен быть представитель. А не подходить так. Они берут с райцентра всех. Все. А наследственные школы, они совершенно исключают. Скажите, а вот вы упомянули таблицу Брайля, а компьютерные технологии адаптивные вы используете? Да, мы используем. Мы в 2010 году разработали методику работы незрячего пользователя на персональном компьютере без визуального контроля. Вот используется, так скажем, система Брайля, это брайлевские строки. То есть то, что на мониторе компьютера незрячий пользователь читает с помощью этой брайлевской строки текстовую информацию. Или второй способ – это говорящие программы, синтезаторы речи. То есть все, что делает незрячий пользователь на компьютере, идет полностью озвучивание с помощью синтезатора речи. Любого синтезатора – русский, английский, немецкий. В 2012 году мы разработали якутский синтезатор, и состоящий из 2 голосов, женский сад и мужской толбо. Дальше идет для слабовидящих, скажем, пользователей, это программа увеличения изображения. Но эти программы увеличения изображения есть на любой операционной системе, начиная с Windows 3.5 и кончая Windows 10. А как долго проходит обучение по такой системе? Значит, для преподавателей СФУ у нас разработана, вообще у нас разработана программа 72 часа. И программа 16 часов. Но улусы, так как мы там долго не можем, это командировочные средства и так далее, то есть фонд наш ограничен финансовый. Поэтому в улусах у нас это 2-дневные, а в университете это почти месяц. Но дело в том, что когда вот мы улусы обучили, мы их приглашаем на более фундаментальные 72-часовые. Тогда они уже будут более досконально знать. Но даже за эти 2 дня, скажем, вот Усалданский улус, Нерюнгринский улус, да, они уже
за 2 дня воспитатели и учителя научились применять систему Брайля, научились использовать адаптивные компьютерные технологии. То есть они выключают монитор, одевают наушники и, используя синтезаторы речи, работают как незрячий пользователь. В первый день говорим мы им об этом, для них это какой-то вообще нереальный, да, такие какие-то. А на второй день, уже когда подходим к зачету, они сами это делают и сами от себя удивляются. То есть раскрывается человеческий потенциал благодаря вот уникальной нашей авторской методике. Вы сказали о детях с проблемами по зрению, а по другим трудностям вы работаете какие-то? Нет, этот грант у нас именно направлен на эту целевую группу. Почему? Потому что вот такой аргумент. У нас сейчас мы живем с вами в информационном обществе, да? Человек 90% информации получает через зрительные органы. Самое сложное – это получается, если брать по нозологиям, скажем, незрячего, глухого, колясочника, самое сложное – это незрячему. 90% он не может получить информацию. Поэтому мы выбрали эту целевую группу. Но, конечно, вот так как мы являемся сотрудниками университета, вот вы объявили меня как директором Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного образования университета, мы в университете поддерживаем студентов всех нозологий. У нас в университете нынче обучается 29 студентов с проблемами зрения, из них 3 незрячих, 27 студентов с опорно-двигательными аппаратами проблемами, 3 колясочников, 22 студента с проблемами слуха и 48 студентов по общим заболеваниям соматическим. Но это цифры, это статистика, 126. На самом деле их около 200, потому что это заявительная форма. Когда абитуриент поступает, если он сдал экзамены на высокие баллы, он не говорит о своих проблемах. Если у него низкие баллы, он достает свою справку МСЭ и говорит: я хочу на льготных условиях поступить. Очень коротко, ваши пожелания родителям. Я пожелал бы родителям, школьникам вот с глубокими нарушениями зрения и студентам с глубокими нарушениями зрения именно использовать систему Брайля как здоровье-сберегающую технологию. Я напомню, что у нас в гостях был Пантелеймон Егоров, директор Северо-Восточного научного инновационного центра развития инклюзивного образования. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами на Якутия-24.